Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Снова с вами я, Юлия Барбакол. Это наша программа «Вечерняя Тува», где мы берем интервью у наших известных лиц в Туве. Сегодня у нас в гостях очень-таки разносторонний человек, ну а самое главное – основатель паблика «Тува Босс». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что вы так скромно? Как я рада вас сегодня увидеть. На самом деле, я никогда вас вживую не видела. У меня, наверное, сегодня праздник какой-то. Случится что-то хорошее. Обязательно. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Это традиционный вопрос нашей программы. Ну, что я могу рассказать? Я родом из Тувы. Я тувинец. С южной части Республики Тува. Закончил школу в Тандынском районе, институт в Кызыле. После института еще 2 диплома, то есть 2 еще высших образования закончил. Итого 3 диплома просто дома валяются, пылятся. У кого-то 3 диплома, а у кого-то ни одного. Ну, тут дело не в дипломе, я думаю, тут дело в интеллекте. Есть люди, которые не имеют диплома, но имеют очень разносторонние взгляды и очень широкий интеллект. Поэтому я считаю, что тут диплом не главное, тут главное знание человека. Итак, давайте немножко поговорим о вашем аккаунте «Тува Босс». Мне кажется, он один из самых таких интересных, популярных аккаунтов в нашей республике, получается, да? Как вам пришла идея создать такой аккаунт? Ну, идея пришла создать, когда открылся Инстаграм впервые в Туве, ну вообще в России. И когда Инстаграм открылся, когда я создавал аккаунт, я думал, как же назвать-то. И в голову пришло вот это «Тува Босс», потому что вот это как бы, я не знаю, прозвище или кличка, она за мной закрепилась еще давно, еще 10 лет назад. Коллеги, с которыми я работал, они вот эту кличку мне... Между собой они меня так называли, скрывали от меня. А потом на день рождения, или я не помню, или на 23 февраля, они мне подарили брелок. Там была надпись «Тува Босс». Вот. И они мне сказали, что вот они между собой меня называют «Тува Боссом». Вот. И мне в голову вот эта мысль пришла, и я открыл страницу, назвал ее «Тува Босс». Я вообще не преследовал, не хотел популярности, я не преследовал, чтобы у меня было много подписчиков. Я просто хотел следить за тем, что творится в Инстаграме России, Тувы, следить за новостями, за красивыми девушками, смотреть вот и все. У меня не было цели прям такой популяризации данного аккаунта. И в какой момент вы заметили, что аккаунт становится популярным? И как вы думаете, почему? Аккаунт стал набирать популярность после, наверное, розыгрышей. Когда вот пандемия была, и просто было скучно, что же делать-то. Я решил разыграть автомобиль Camry среди своих подписчиков. И... Извините, что перебиваю. Ваша машина? Да. Кто-то разыгрывает машину, а у кого-то ее нет. Ну, ничего страшного. Я думаю, в ближайшем будущем у нас будет машина. Я тоже на это очень надеюсь. Ну, если по-тувински сказать, «Аскахара гжинджер или пюдаир», что в переводе означает «если я сказал, значит сбудется». Вот такая. Но в итоге, потом, когда машину разыграли, выиграла девушка с Чадана вместе с мамой. Мама, ее была этим, как там, фэншуй, что ли? И она по фэншую выбрала номер, и вот этот номер выпал, и они выиграли автомобиль, приехали со всей родней, забрали и уехали. А вам не было грустно? Ну, да нет, я наоборот был очень рад, потому что человек выиграл автомобиль, и смотреть эмоции тех людей, которые радуются и получают как бы такой адреналин и гормоны счастья. Самому было приятно смотреть на это. И мне было приятно дарить ключи автомобиля победителю. А вас в жизни также зовут, да, Тува Босс, или все-таки по имени? Друзья, я раскрою для вас секрет. Его, нашего гостя, зовут Григорий Дамдын, да?
но все равно вас больше зовут Барбос или? Да нет, друзья, знакомые, близкие меня зовут Григорий, коллеги зовут Григорий Мадрович. Ну, а для других официальных органов я, наверное, Григорий Дамдын. Ну, с аккаунтом все понятно. Мне подсказали, что вы также занимаетесь режиссурой фильмов. Можете про это чуть-чуть рассказать? Да, мы снимаем фильмы вот с вашим коллегой Айдыном Куларом. Вот года 2 назад, по-моему, мы закончили фильм Айдына Кулар «Это цена мести». В прошлом году мы начали снимать фильм «Нож», но из-за того, что участники этого фильма, там студенты, ребята, кто-то уехал учиться, да еще и вот эта пандемия начала мешать. Да. Да и с финансами тоже были некоторые проблемы, поэтому мы сняли всего лишь 2 части, остальные части мы не смогли снять. Но надеюсь, если получится, этим летом тоже продолжим снимать, потому что мы его разбили на части, там сценарий такой, как на полный метр, но мы его на части разбили и по частям будем снимать и выдавать, ну, как сериал. Потому что нам и в финансовом плане так легче, и в съемочном плане легче, потому что собрать людей, организовать и сделать съемки — это очень сложно. Названия такие, ну, зацепляют они. «Нож», «Цена мести». Это, ну, если можно, чуть-чуть раскрыть сюжет. Ну, «Цена мести», наверное, все могут посмотреть на Ютубе. Там он свободно выложен. База, то есть в Ютубе, да, у вас? Да, в Ютубе на странице у Айдына Кулар можете там посмотреть. Или в Инстаграме у него на странице. А «Нож» у меня на странице там 2 части есть. Сценарий этого фильма — это вот реалити нашей жизни. То есть это все истории с нашей жизни. Это вот разные моменты нашей жизни. В этом фильме будут показаны и хорошие стороны, и плохие стороны нашего общества. Что-то связанное с ножом, да? Да, это связано с ножом. Это вот именно вот «Нож», вот это название. Этот фильм имеет еще 2-ю часть. Вот эта 1-я часть, она вот на современных реалиях основана. А 2-я часть, я вот забегая вперед скажу, что там уже период скифского периода. Сценарий, вот этот сценарий данного фильма 1-й и 2-й части я еще написал еще в 2005, по-моему, году, 2004. И до сих пор вот он у меня лежит, хранится. Та часть, которая скифского периода, ну там уже там надо подходить к этому серьезно, там уже с участием Министерства культуры, театра. Без их помощи мы не сможем это снять, потому что там древнее время надо будет показывать, поэтому это будет очень тяжело. А что вас вдохновляет писать сценарий? Ну, тогда просто в то время у меня было очень много времени, и у меня было достаточно много времени, я просто себя вот этим занял, я начал вот эти сценарии писать. Что-то вас мотивирует, или вы у кого-то берете, или же вы на что-то смотрите, и этим вы вдохновляетесь? Нет, сценарий я вот от нашей жизни, да, вот 1-я часть фильма, да, вот, например, современная часть, я хотел показать наши отрицательные стороны нашего общества, чтобы люди увидели, посмотрели, узнали себя. И может кто-то изменится после этого. Может наша молодежь изменится после этого. Потому что там вот, например, наша молодежь, наши взрослые люди, наши там, родители, там, например, есть, конечно, отрицательные черты характера нашего народа. Может, после этого люди станут более-менее, как бы сказать, лучше. Поэтому, друзья, следите за их новостями, смотрите фильмы. Мне кажется, в них заложен очень-очень глубокий смысл, да? Да, ну сейчас вот в связи с тем, что вот когда Инстаграм заблокировали, Роскомнадзор, сейчас мы ушли на Телеграм-канал.
Тувабос, и ушли в ВКонтакт. Но пока что ВКонтакте только разбираемся. Мне шепнули на ушко, что вы работали в ГТРК. Да, я очень долгое время работал на ГТРК с 98 года. 31 декабря, или не помню какое число, вы были Дедом Морозом с Татьяной Евгеньевной. Это был прямой эфир. Да. Вы помните этот день? Это был, по-моему, Новый год 99-го года, с 98 по 99 год. Это я пришел работать на ГТРК в 98 году. Я работал в службе информации корреспондентом. Татьяна Евгеньевна была в службе детско-юношеской редакции, по-моему, она была. Она была шеф-редактором, по-моему. И она была Снегурочкой, я был Дедом Морозом. Это очень мило. И мы ездили, сначала поздравляли детей наших коллег, сотрудников ГТРК. Романа Всеволодовича, дочку поздравляли, я это очень хорошо помню. Потом мы проводили прямые эфиры в студии телевидения. Даже фотография сохранилась. По-моему, она где-то в просторах интернета тоже есть эта фотография, где в студии ГТРК после эфира вся вот эта рабочая группа собралась и фотографировалась. Там были такие сейчас популярные люди, как Дина Юн, сенатор Республики Тыва. На этой фотографии Роман Всеволодович, Татьяна Евгеньевна, Александр Янзак, он оператор, личный оператор главы сейчас. Там еще Рита Амыр, сейчас она, по-моему, возглавляет тоже какой-то департамент по надзору за СМИ, по-моему, или управление. Ну вот очень много таких популярных людей, которые в то время работали на ГТРК. Ну, профессионалы своего дела не были тогда. 99-й год, вы все до сих пор это все помните. А меня даже тогда не было здесь, в этом мире, да? Я тогда даже еще не родилась. Также мне рассказали, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Что вы можете про это рассказать? Помогаем по мере возможности тем людям, которые нуждаются и попали в тяжелую, трудную жизненную ситуацию. В основном стараемся помогать детям маленьким. Взрослый человек, он может сам себе помочь. Он все-таки взрослый, а маленький ребенок, он, конечно, уже маленький, он никак не может себе помочь. Но по мере возможности помогаем. Конечно, у нас нет таких больших денег. То есть я вот эти деньги сам зарабатываю и сколько могу, столько помогаю. Спортсменам помогаем, молодым перспективным ребятам помогаем. Ну и поддерживаем наших ребят, которые прославляют Туву на весь мир. Поддержите меня, да? Ну и вас тоже поддерживаем обязательно. Спасибо. Номер 900. Шучу. Но это прекрасно на самом деле, что люди делают добро, и они это скрывают. И таких людей у нас в республике очень много. Как вы думаете, почему они скрываются все-таки? Добро должно быть таким, знаете, анонимным, или же, вот ваше мнение? Ну, у нас народ очень скромный, и очень порядочные люди есть, которые не хотят делать на этом популярность. Конечно, очень много есть в Инстаграме людей, которые пиарятся на этом. Ну, а есть такая каста людей, которые не хотят светиться. Они помогают человеку, тихо, мирно помогают и уходят. Таких в Туве очень много, и таких людей я тоже встречал. Они не хотят светиться. Почему? Потому что я думаю, что, скорее всего, из-за скромности души данного человека он не хочет пиариться на этом. Ну, а те, кто хочет пиариться, ну, пусть пиарятся, если им нравится. Я их не осуждаю. Наверное, вы сам относитесь к такой категории, как скромные, да? На самом деле вы очень крутой человек, целый аккаунт, благотворительность, фильмы. А сидите так, как будто бы это не вы все делали. Раскрыли секрет своего аккаунта, много чего вы нам сегодня рассказали, но ведете такой скрытный образ жизни. Спасибо большое вам за это. Ну что, дорогие наши телезрители, с вами была Юлия Барбакол, программа «Вечерняя Тува». Берегите себя и своих близких.